басшыларының халықпен кездесулерін өткізу туралы жарлығын орындау аясында Ақмола өңіріне Қазақстан Республикасының энергетика министрі Алмасадан Майданұлы Саткалиев іс-сапармен келіп отыр. Алмасадан Майданович, рада приветствовать вас, встречу с населением. Пожалуйста, слово. Здравствуйте, уважаемые участники встречи. Объективно в рамках визита у нас несколько главных целей. Это и контроль за подготовкой объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнего максимума нагрузок, то есть и тепловых сетей, электросетей, объектов генерации электрической тепловой энергии. Вторая цель – это вот отчет перед населением, в рамках которого мы сейчас уже провели прием граждан, и в рамках этого отчета мы расскажем о той деятельности, которую проводит министерство текущее по выполнению задач, которые перед нами стоят. Если говорить о ремонтной кампании, то в целом, вот сейчас вы знаете, по стране идет беспрецедентная по объемам кампания, связанная и с текущими, и с капитальными ремонтов энергообеспечения. Было несколько, вы помните, крупных авариях, они на слуху, аварий. Это и на Экибастузской ТЭЦ, Ритер ТЭЦ. В целом мы провели как министерство огромную работу, привлекли независимого консультанта, компанию KPMG, которая у нас все объекты теплоэлектроцентрали проверила, провели технический аудит, определили уровень износа. Уровень износа достаточно большой, по некоторым объектам до 90%, в среднем в стране около 70%. Это, понятно, требует достаточно серьезных инвестиций, достаточно большого объема работы по восстановлению энергетики. В этом году, опять же, беспрецедентный по объему был предоставлен объем средств государственной поддержки из республиканского бюджета и из местного бюджета. И ремонты идут. То есть я вот сейчас уже в нескольких регионах побывал. В целом, как всегда, на производстве кое-где идут отставания от графика, но все эти отставания, там, где они, в большей части по объективным причинам, связаны с определенными задержками, то есть выявленными в ходе диагностики, то есть какими-то дополнительными объемами работ, кое-где связаны с поставкой оборудования. Но в целом нужно сказать, что энергетика Казахстана к отопительному сезону в части электроцентралей там, можно сказать, будет готова. Дополнительно мы еще по некоторым проблемным объектам работу проведем где-то в сентябре и уже потом отдельно доложим. Что касательно Степногорской ТЭЦ, мы сегодня там заседание оперативного штаба провели. Вопросы, необходимые руководству ТЭЦ, руководству тепловых сетей, задали вместе с нашими коллегами из Энергонадзора, Акимата области, Акимата города. Зашли в тепловой цех, в электроцех, в наш зал, посмотрели, где идет уже монтаж экранов котлов. Самое главное, все необходимое оборудование и материалы для проведения ремонтов закуплены в полном объеме. Необходимый объем рабочего персонала тоже есть на станции. Объем также определен по ремонту трасс тепловых. В целом понимание есть, что до конца сентября станция к несению тепловых нагрузок будет готова. Что касается теплотрассы, то на 29 километров уже именно проблемные участки разрабатывается документация. В этом году 12 километров наиболее проблемных участков будет заменено, но вы видите, уже там эти работы идут, трубы лежат, труба хорошего качества, предизолированная. Перед этим дали соответствующее давление, то есть провели соответствующие гидравлические испытания. Порядка 7 порывов было на основной магистральной теплотрассе, где-то порядка 10 порывов внутригородские сети. То есть, это
замены трубы, вот эти самые критические участки, которые могут привести к каким-то системным авариям, вот сейчас будут меняться, но, соответственно, как я уже сказал, оборудование и средства необходимы выделены, в том числе 2 миллиарда из республиканского бюджета. Что касается перспективных нагрузок, понятно, регион растет, обладает достаточно большим экономическим потенциалом в части развития экономики. Вот министерство планирует строительство новой ТЭЦ в городе Кокшетау. Хотел вам сказать, там разработано акиматом ТЭО, сейчас оно передано, это ТЭО, на баланс Министерства энергетики, но вносим туда необходимые корректировки. Конкурсы не состоялись, там 2 конкурса проводили, но тем не менее мы эту работу до конца доведем. Уже появился достаточно серьезный интерес со стороны потенциальных компаний, которые готовы инвестировать в данное строительство. То есть современную станцию мы, это соответствующее поручение главы государства есть, мы, безусловно, будем это поручение доводить до конца, построим. Так, вот по статистике, Степногорская ТЭЦ, я там открыл, 72% износ, котельная Кокшетау, Жылу порядка 60%. И износ, есть перспективные тепловые нагрузки, как я уже сказал, достаточно большой потенциал по различным направлениям, то есть это и малый и средний бизнес, и туристическая сфера, и, безусловно, индустриальные проекты, в том числе проекты возобновляемой энергетики. Вот, в частности, вот сейчас в Акмолинской области действует 11 действующих объектов возобновляемой энергетики, это 437 мегаватт. То есть, огромный потенциал для развития данного вида бизнеса, достаточно современный. 10 ветровых электрических станций, это 337,3 мегаватта, и 1 солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт. То есть, чтобы понимали, если 437 мегаватт, это 1 блок угольной станции, Экибастузская ГРЭС-2, это 500 мегаватт. Но в целом где-то 437 мегаватт нагрузку несет. То есть практически за счет энергии солнца, энергии природы у вас есть возможность покрытия электрических нагрузок. Эту работу министерство будет продолжать. До 2025 года дополнительно запланирован под 9 объектов ВИА суммарной мощностью порядка 96 мегаватт. Особо хотел отметить, что есть прямое поручение главы государства по обеспечению качественной подготовки к зиме объектов энерготеплоснабжения. Данный вопрос стоит на контроле правительства, в том числе премьер-министра. Да, мы вынуждены были, коллеги, поднять тарифы. В целом, с 14 до 16,4 тенге. Когда мы заявку рассматривали станции, заявки тепловых сетей, когда рассматривала Минэкономики, в первую очередь мы исходили из ремонтов, которые необходимо провести. То есть каждый этот тариф, каждый тенге, который получит энергообъект, он у нас расписан, куда эти деньги будут целевым образом использованы. То есть мы за этим будем достаточно серьезно смотреть. Но и, безусловно, мы подняли зарплату производственного персонала. То есть один из вопросов, который поднимался в рамках заседания оперативного штаба, это подготовка кадров. То есть и депутаты парламента неоднократно ставили вопрос перед министерством, перед правительством в целом, с учетом Министерства образования, просвещения, науки, то есть перед министерствами, в том числе профильными министерствами, о необходимости разработки специальной программы, которая позволит обеспечить квалифицированными кадрами объекты коммунально-бытового сектора, объекты энергетики. То есть мы сейчас этим системно занимаемся, будем инициировать разработку соответствующей, может быть, государственной программы, которая будет включать моменты мотивации, то есть помимо повышения заработных плат, помимо повышения престижа профессии, то есть, вернее, возвращения достаточно высокого уровня авторитета, звания энергетиков, коммунальщиков. Вот эту работу будем качественно проводить, но, может быть, другие меры государственной поддержки тоже будем инициировать, чтобы эту проблему на государственном уровне уже решить. Не могу обойти вниманием вопрос поставки дизельного топлива для проведения весенних полевых работ. То есть для своевременного стабильного проведения осенних полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей страны
мы утвердили объем 426 тысяч тонн дизельного топлива. Изначальная цена была 284 тысячи тенге за тонну на оборотах НПЗ. Ну, то есть это в среднем 239 тенге за литр. Для сельхозтоваропроизводителей Акмолинской области мы предусмотрели 90,5 тысяч тонн. На сегодня уже отгружено 16,4 тысячи из 22,7 тысяч. Это 72% только от июльских объемов. Ну, понятно, отгрузка идет в приоритетном порядке. То есть работаем совместно с Министерством сельского хозяйства, Комитетом государственных доходов, Министерством финансов. То есть ввели специальные пин-коды для отслеживания поставок дизельного топлива в адрес СХТБ и СЗС. Проводим окрашивание дистоплива. То есть Атырауский будет желтый цвет, Шымкентский синий цвет, Павлодарский красный цвет. То есть если на заправках вы видите, что подкрашено дизельное топливо, ну, знаете, что вы заправляетесь дизельным топливом, одушевленным, который для нужд именно сельхозтоваропроизводителей. Поэтому здесь идут те или иные нарушения. База данных СХТП в территориальном разрезе с указанием контактных данных, общей площади посевных земель, потребности в ГСМ, электронная информационная система для распределения топлива, все это есть и идет на соответствующем контроле. Но вот понятно, что, коллеги, эти меры защитные, они в основном были предусмотрены для того, чтобы, ну, во-первых, исключить нецелевое использование этого топлива, а во-вторых, чтобы исключить вывоз данного дизельного топлива за рубеж. То есть, ну, были соответствующие факты, когда Министерством сельского хозяйства и заявителями или намеренно завышался этот объем удешевленного топлива, либо он вывозился за границу различными способами. То есть, ну, попытаемся контролировать, все необходимые меры предпринимаем. Недавно премьер-министр и на уровне вице-премьера были проведены ряд совещаний, которые учли уже пожелания наших сельхозтоваропроизводителей. И вот я изначально сказал, что цена изначально была утверждена на уровне 284 тысяч тенге. Теперь мы вот, начиная с 9 августа, изменили принцип ценообразования. Теперь мы будем исходить из базиса поставки. То есть мы будем различные, в зависимости от различных НПЗ, цены будут различные, но в регионе с учетом транспортного плеча цена составит 242 тенге. То есть с учетом транспорта здесь на местах у вас будет возможность купить по 242 тенге. То есть, ну, в среднем правительство, ну, мы тоже провели определенную работу, аналитику, посмотрели, что операторы региональные накручивают там, ну, в разрезе там, от 18 до больше 25 тенге. То есть, ну, мы считаем, достаточно это много, поэтому мы рекомендуем и местным исполнительным органам власти, и операторам установить цену 8 тенге оператора. То есть в целом базис поставки 242 тенге плюс 208 тенге это маржа оператора. То есть мы считаем, что в среднем в стране цена снизится, то есть будет, то есть раньше у нас где-то порядка 13-14% от пистолета, то есть сейчас 250 тенге, но это где-то больше 15, в районе 15% от стоимости пистолета сельхозтоваропроизводители получат возможность как бы провести уборочную кампанию. Поэтому мы, ну, как бы в качестве рекомендации вот, и акиматам просим эту работу ускорить. Почему? Потому что идут задержки. Многие регионы еще до сих пор операторов не определили. И это, ну, понятно, будет отражаться на стабильности поставок. Ну и сами, как бы, сельхозтоваропроизводители могут объединяться, то есть выступить пулом, поставить единого, предположим, потребителя, и мы вам дадим возможность по данному базису поставки напрямую закупить дизельное топливо у наших нефтеперерабатывающих заводов. То есть если у вас есть, вы объединитесь, я организую, здесь будет базис вагона-цистерна, то есть поставки минимум, то есть вы можете без операторов напрямую закупить, то есть, ну, министерство готово вам необходимое содействие оказать. То есть здесь, ну, тоже большая работа проведена с нашими добывающими предприятиями. Мы попросили их продать по более дешевой цене в рамках социальной ответственности бизнеса. По сжиженному нефтяному газу тоже вопрос достаточно актуальный. В соответствии с поручением главы государства Агентством по защите и развитию конкуренции установлены государственное регулирование и утверждены предельные розничные цены сжиженного газа. Предельная цена на сжиженный нефтяной газ в Акмолинской области от 76 до 81 тенге за 1 литр. В регионе имеется порядка 10 газонаполнительных станций и 131 автомобильная газозаправочная станция.
Потребление сжиженного нефтяного газа в области составило 122 тысячи тонн. За январь-август потребили уже порядка 70 тысяч тонн. Но в целом по стране мы обратили внимание, что потребление сжиженного нефтяного газа вот именно для нужд заправки автотранспорта растет, то есть где-то 15 до 20% в зависимости от регионов мы увеличение наблюдаем, но поэтому при этом мы всегда, коллеги, говорим, что вот эта цена, она ниже себестоимости, она на таком уровне оставаться долго не будет. То есть это сейчас вот временная мера, связанная вот с необходимостью постепенного выравнивания цен хотя бы до уровня себестоимости. То есть мы должны создать базис, чтобы было выгодно данный сжиженный нефтяной газ производить. То есть та работа, которая проводится, уже дает определенный эффект. Начались модернизации. Просим наших крупных инвесторов международных также обеспечить поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок. Также мы сейчас разместили вот, в открытых источниках правовой акт о запрете вывоза сжиженного нефтяного газа автомобильным транспортом. То есть, в целом будем считать, что это вот эти действия, предпринятые правительством, будут способствовать стабилизации рынка поставщиков сжиженного нефтяного газа, среднесрочной ценовой стабильности в том числе. И понятно, эта работа по повышению цен будет плавно проводиться, то есть какие-то спекулятивные скачки цен мы не допустим. Так, и предельная розничная цена, но также будет устанавливаться. Очень важный вопрос по газификации области. То есть вы знаете, что в свое время был построен газопровод ЦРРК, который шел от магистрального газопровода Бейнеу-Базой-Шымкент до Астаны. Газопровод довели. Планировалось строительство второго-третьего этапа, то есть, который будет предусматривать газификацию Акмолинской, Северно-Казахстанской области. Но суммы были определены. Но теперь мы обратили внимание, что достаточно серьезно идет у нас рост потребления газа. Газ – это транзитное топливо. И сейчас небольшую работу мы проводим по вводу новых объектов генерации на газе. То есть в Казаварде будет газотурбинная станция, большую, порядка 1 гигаватта станцию мы будем строить, уже строим в Туркестанской области. В целом на действующих энергообъектах проводится модернизация. И в целом по населению и по промышленности тоже потребление газа растет. В этой связи наш уже Бейнеу-Базой-Шымкент, который базовый, от которого идет трубопровод ЦРК, уже в прошедшем отопительном сезоне на 106% загружен. То есть практически мы сейчас сначала должны базовый газопровод, который по югу проходит, построить вторую нитку. Достаточно большая работа идет, уже ТО разрабатывается, Казагазом, поддержка со стороны правительства полная есть. Рассматриваются различные сценарии в реализации. То есть параллельно будем смотреть уже возможность газификации северных регионов. Также рассматривается возможность закольцевания этого газопровода СРРГАЗ газопроводом из Российской Федерации. Тоже предварительный этап ТЭО на стадии завершения до конца года. Как только у нас готовность будет по данным работам, мы в установленном порядке соответствующий доклад отчитаемся о проделанной работе. То есть коротко еще хотел остановиться на вопросах, которые поднимались в рамках приема граждан. То есть был вопрос по стабильной работе энергопредприятий области, в частности из ГТК, связанный с нестабильной работой и аварийными режимами на Степногорской ТЭЦ по подаче электроэнергии, пара. Договорились, что посмотрим резервное энергоснабжение в части улучшения внешнего энергоснабжения энергообъекта. И, безусловно, те ремонты, которые на Степногорской ТЭЦ проводятся, здесь руководитель первый присутствует, котельного оборудования, но я думаю, в целом обеспечит надежное энергоснабжение объекта. То есть мы соответствующий объект представим. Также был вопрос по воде, работе водоканала. Ставился вопрос о том, что энергетики потребляют воду также по тем же тарифам, что и население, по достаточно дешевым тарифам. То есть будет ли эта работа пересматриваться, но в целом надежность работы водоканала. Но я
разъяснил, что в целом мы на уровне правительства сейчас достаточно серьезное понимание есть, что тарифы на воду, на электроэнергию, на тепло, они не покрывают затрат, не дают возможности обеспечить заработные платы. То есть они самые маленькие, у нас сейчас в энергетиках, у коммунальщиков по сравнению с другими отраслями. То есть достаточно и кадры новые привлекать, достаточно сложно проводить, удерживать данных специалистов, перетоки идут в другие отрасли. То есть и в этой связи мы обещали к этой теме вернуться, отработать с нашими коллегами из Министерства экономики. То есть, с другой стороны, мы понимаем, что низкий тариф на воду – это низкая цена электроэнергии. То есть это вот как вот сдерживающие меры. Тем не менее, я думаю, здесь вот какие-то оптимальные решения в интересах населения, в интересах социально ответственного ценообразования, в интересах недопущения резкого роста на электроэнергию надо предпринимать эти меры вынуждены, иначе будем сталкиваться с теми проблемами, с которыми мы уже, коллеги, столкнулись, вы свидетелями этого все являетесь. Так, по тепловым сетям был вопрос, я уже коротко доложился, работа идет, то есть в целом акиматом и собственниками сетей необходимые запланированные средства, деньги выделены, ремонты, но будем контролировать, что своевременно закончим. Но также был вопрос по развитию бизнеса, загрузки сырьем действующих индустриальных предприятий, в частности мини-НПЗ. Мы обещали содействовать, соответствующие ответы мы направим. То есть все запросы и бизнеса, и населения вот в рамках вот этого диалога между правительством и населением, в рамках политики главы государства, который говорил о необходимости предоставления обратной связи, слышащее правительство, то есть подотчетное правительство, то есть мы вот эту всю работу готовы провести и соответствующие поручения мы дадим ответственным и предприятиям, отрасли для выполнения соответствующих поручений. Вот это коротко, коллеги, о том, что я хотел вам рассказать по моему докладу. Готовы ответить на все ваши вопросы, пожалуйста. У нас здесь присутствует руководитель Госэнергонадзора, руководители ключевых департаментов министерства, области, да, пожалуйста, поэтому, коллеги. Пожалуйста, просьба представляться. Вопрос, микрофоны в зале. Если трудно подойти, могут подойти ребята на микрофон. Добрый день, я житель 20-го микрорайона, меня зовут Светлана, фамилия Трусенко. У меня такой вопрос. 20-й микрорайон – это микрорайон города, и порядка 25 лет там нет центрального отопления. В акимат неоднократно написали письма, получали ответы, что на следующей сессии маслихата рассмотрим данный вопрос, заложим средства в бюджет, но на сегодняшний день вопрос так и не решается. Есть ли пути решения отопления целого микрорайона города на сегодняшний день? Также я знаю, что выделена вторая очередь строительства в 20-м микрорайоне, выделены огромные деньги, проложены там электричество, вода, канализация. Каким образом предусматривается отопление второй очереди микрорайона, если даже первую мы не можем подключить? На сегодняшний день, насколько я знаю, работниками энергосбыта, наверное, раскопали шахту, которая подходит непосредственно к 20-му микрорайону. То есть тепловые сети доходят до микрорайона, но энергосбыт говорит, что мы не приняли на баланс эту ветку. Я не знаю, для чего ее тогда раскопали. И возможно ли рассмотреть, наконец, вопрос отопления целого микрорайона? Спасибо. У вас сейчас там теплоснабжение, это районная котельная, да, у вас там? Или распределенная? Как сейчас? На сегодняшний день топит кто во что гораздо. Кто углем, кто электричеством, кто... Высотные дома там есть, да, или нет? Или в основном частные? Частный сектор. Частный сектор, да? Да. В основном частный сектор, да, мы говорим о том, что инженерные сети мы подвели к новым участкам застройки, да, предоставили и под ИЖС, данные на 3 года предоставляли, и согласно законодательству мы подводим электричество и водоснабжение. То есть мы это подвели, и участки, земельные участки мы раздали людям на 3 года для строительства. Предусматривать отопление, это уже, как считается, в любом случае, как частный сектор, частный микрорайон, мы отопление туда не предусматриваем на сегодняшний день, как есть, говорю, да, вы тоже это знаете, там стоят коттеджи дома, что мы туда не подводили. Вот на ближайшей сессии, я не знаю, сейчас вот по этим условиям теперь
теплотранзита, если допустимая мощность позволяет, пожалуйста, мы готовы рассмотреть на сессии Маслихата для разработки проектной документации для проведения обеспечения центрального снабжения. Вот смотрите, как мы когда оперативный штаб проводили, руководство ТЭЦ докладывает, что тепловые мощности будут. Плюс сейчас ремонты идут, достаточно серьезные капитальные ремонты. То есть в целом на энергоисточнике тепло есть. Теплосети тоже нужно посмотреть там по режиму, по сечению, по проведению ремонтов. Вообще, конечно, наверное, мы там, Акимату дадим поручение перспективную схему теплоснабжения разработать города, региона. Ну и по возможности, конечно, загрузку неподключенных к центральному теплоснабжению районов посмотреть, рассчитать экономику там, и исходя из вот этих вот расчетов посмотрим, там, насколько это. Мы передадим письмо, потому что мы собрали подписи, это уже в 3-й раз, порядка, наверное, около 100 человек подписали, что хотят подключиться к отоплению. То есть варианты, я думаю, есть различные, начиная от природного газа, заканчивая центральным отоплением. То есть хотелось бы как-то увидеть решение данного вопроса. Потому что тепловой узел есть, да, там на Он границе, есть, да, там вопрос с энергосбытом, что они его не говорят, что те сети, которые доходят до самого микрорайона, не приняты у них в эксплуатацию. Ну, я думаю, нужно посчитать это все, и потом уже принять решение, и что там нужно вместе с контролем, я думаю, соответствующую работу дает. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Добрый день. Я являюсь руководителем отдела предпринимательства Акимата Волчек Андреевна. Я бы хотела сказать о том, что у нас есть тепличный комплекс большой в городе. Он начал строиться с 3 гектар и до 6,5 расширяется. Очень востребована продукция, мощность сейчас тепличного комплекса. Нет, на электроэнергию. Да, поэтому электроэнергия составляет большую часть энергозатраты. В феврале я посетила наш тепличный комплекс, видала высокую оценку трудового государства. Суть, да, проблема в том, что все-таки энергоресурсы, они достаточно много занимают, поэтому предприятием был разработан проект строительства прямой линии от нашей ТЭЦ протяженностью 16 километров. И данный проект мы внесли в проект комплексного плана развития нашего моногорода Степногорска, который успешно был утвержден 26 июля текущего года. Стоимость проекта составляет 2,3 миллиарда тенге. Кроме того, что это будет для развития этого тепличного комплекса позволит высвободить средства и направить на развитие самого комплекса, который обеспечивает в основном нашу столицу, северные регионы, своей продукцией, которая, еще раз говорю, что она пользуется спросом, качественная. Далее по пути этой линии еще имеются у нас свободные земельные участки для размещения производств. Поэтому такая бюджетная заявка направлена на 1 миллиард тенге управлению энергетики области. Целая стоимость 2,3 миллиарда тенге. Большая просьба поддержать этот проект, который и тепличный комплекс будет развивать, и наш промышленный потенциал. Хорошо. У вас какое потребление там? Сколько? Не помните? До 30 мегаватт. До 30? Да. Ну вы как оптовый потребитель, да, там, а линия, какое напряжение? Линия по напряжению Проект есть? 100. 110? То есть соответствующая подстанция, да, будет? Это в плане внешнего энергоснабжения города есть, да, заложено, да? То есть речь идет о финансировании за счет средств, да? Местного республиканского бюджета, да? Республиканский. А получается, предприятие сделало, тепличные технологии сделали сами проект, 2,3 миллиарда, получается, выходит. Там, если этот проект реализуется, например, у них будет своя ветка, тогда мы дополнительно можем привлекать для инвестиций у нас. То есть это как для нас очень значимо для города. Если Акимат заинтересован, тогда, понятно, мы в последнее время максимально все запросы регионов по теплоснабжению поддерживаем по линии правительства. В том числе мы разработали механизм помимо планового выделения средств, еще финансирование за счет средств резервов правительства, специальных таких срочных проектов, которые, большой экономический эффект, которые связаны с ликвидацией аварий, подготовкой к зиме. То есть в целом понимание есть, что в том числе бизнес нужно поддерживать, создать соответствующие условия. В рамках поддержки строительства недостающей инфраструктуры этот проект. На следующий год, да. ТЭО есть, уже разработано. Сроки установлены, там поставлен 26-й, но это уже как бы ПСД у нас. Проект есть уже. Сроки будут уходить ПСД, поэтому просьба поддержать и, может быть, ускорить. Министерство национальной экономики отрабатывает, Спасибо. просьба поддержать. Мы отраслевое заключение дадим. Соответствующее. Добрый день. Алмасадам Майданова, уважаемые участники встречи. Нурмагомедов Оскар, заместитель генерального директора как Штау ЖРУ.
Как вы знаете, наше предприятие обеспечивает тепловой энергией наш областной центр. Наше предприятие имеет располагаемую мощность 570 гигакалорий, в том числе РК-1 на мазутном топливе составляет 290 гигакалорий и РК-2 на угольном топливе составляет 280 гигакалорий. На сегодняшний предсоединенная нагрузка 519 гигакалорий, то, соответственно, мы понимаем, что одними угольными котлами мы не выгребаем. Присоединенная ежегодная нагрузка составляет где-то порядка 15 гигакалорий за счет ввода нового жилья, за счет ввода новых объектов инфраструктурного развития. В том году, мы в полном объеме использовали РК-1 на мазутном топливе, что позволило обеспечить качественное теплоснабжение в город Кокшетау. На сегодня в тарифной смете утвержден объем 22 тысячи тонн мазута, но, к сожалению, он не подтверждается финансированием. В связи с этим, с учетом того, что предприятие является убыточным, плюс к этому за счет тарифного дефицита, плюс к этому области является субвенционная просьба необходимости в кратчайшие сроки решить вопрос финансирования с республиканского бюджета для приобретения мазута для прохождения качественного отопительного сезона в этом году. Спасибо. Ну вот, что касается мазута удешевленного, мы необходимый объем предусмотрели уже, и цену менять не будем, 155 тысяч останется. То есть в этой связи по касательно объему, по финансированию за счет республиканского бюджета такой программы нет по финансированию дешевленного топлива, поэтому давайте посмотрим другие механизмы, может быть местный бюджет предложит. Полностью разделяю вашу тезис о недостаточности тарифов, то есть там, по теплу, это вообще критическая ситуация уже, честно, объективно, и там какие-то меры нужно принимать. Вы еще, наверное, закредитованы, наверное, на коробку, да, там? Да, обязательно. И плюс к этому, ведь в прошлом году за счет Министерства энергетики на разницу в цене нам давали деньги, около 200 миллионов тенге. Но общая потребность, например, на этот отопительный сезон составляет порядка 3 миллиардов тенге на именно социальный мазут, чтобы пройти качественно данный отопительный сезон. Поэтому надо как-то решать вопрос возможности, может быть, с резерва правительства выделения средств для качественного прохождения. Вот я говорю, там надо только, в рамках прямого бюджетного финансирования там механизмов нет, из резерва. Давайте рассмотрим вместе с Акиматом в области отработки. Я прошу, может, прокомментировать этот вопрос? Да. Начальник управления. Да, пожалуйста. В прошлом году практика есть. Ранее нам давали деньги из резерва правительства, то есть это механизм рабочий. В прошлом году нам дали. Но здесь получается как? Нам дали разницу в цене. То есть в тарифе объем мазута заложен за счет бюджета, за счет субсидий. Но в то же время в тарифе стоимость его заложена 100 тысяч, а у нас 115 тысяч. А за счет резерва компенсируется разница? Резерва разницу компенсировали. Но это буквально 15 тысяч компенсируется, а 100 тысяч мы не можем изыскать. Оно и в тарифе не заложено, и у нас в бюджете в областном средств нет. Поэтому мы хотели бы, чтобы областной центр, потом у нас Чуйская морская курортная зона, там альтернативы нет, только мазут. Вы говорили, что из резерва выдавали, да, деньги? В прошлом году давали. Выдавали, да? Да. А какой объем был финансирования? В прошлом году было 581 миллион, именно разница в цене на 3 предприятия наших. Да, а в этом году какая потребность? В этом году в целом по области мы уже написали ходатайство на ваше имя. У нас есть полмиллиарда. Из них 6 миллиардов это мазут, чтобы зайти в отопительный сезон с учетом объема по декабрь-январь месяц. И 1,5 миллиарда это транспортировка. То есть тариф тоже в тарифе. Сам тариф на доставку в тарифе не предусмотрен, мы тоже просим. Роман Васильевич, когда приезжал, по-моему, вы тоже поднимали же вопрос? Роман Васильевич приезжал, я эту проблематику озвучивал, что у нас общая потребность 7,5 миллиардов. Просим вы, как отраслевое министерство, ходатайство внести по выделению средств из резервного правительства. Мы внесем ходатайство. Да, как итоги визита моего в регион, к соответствующему там направленному обращению. Министерство финансов, да, там. Ну, понятно, надо в зиму входить комфортно, то есть необходимый объем топлива. То есть это у вас просто это как его, дальше, да, на поддержание там температуры, да? Нет, дело в том, что у нас присоединенная нагрузка 500 гигакалорий. Да. РК-1, РК-2, то есть сама угольная РК-2 300 гикалорий. Мы вынуждены, чтобы... в смысле там дальше, да? Чтобы выдать все тепло, обеспечить тепло, мы вынуждены РК-1 на мазуте копить.
Оно дорогое удовольствие, мазут дорогой, но в тарифе затраты не предусмотрены. Чтобы обеспечить тепло, нам мазут крайне необходим. Расчеты сделаны, да? Расчеты по имеются, потреблению, да. да, там исходя там, Тарифом утверждено. технических характеристик оборудования. Все, это все соответствует, тарифом утверждено приказом. Вносите. Все понял. Да, пожалуйста. Я Морозова Наталья Трофимовна, житель поселка Аксу. У меня от жителей поселка Аксу вот такой вопрос. С 1.8.2003 года тут, значит, Энергопромтехно повысил тариф на электроэнергию. Тариф составляет 39,17 тенге за киловатт. Ранее тариф составлял 20 тенге за киловатт. Жители поселка Аксу и поселка Кварцитка, они проявляют недовольствие. Ответьте, пожалуйста, почему так? Это все-таки как компетенция больше, наверное, Министерства экономики. Мы, как министерство, даем отраслевое заключение в части необходимости проведения ремонтов, ну, может быть, там, по заработным платам. По данному вопросу отдельно рассмотрим, с нашими коллегами отработаем. То есть все основания для повышения тарифа мы вам в полном объеме... Что? Да, пожалуйста. Прокомментируйте, пожалуйста. Представители Энергопромтехно, директор Поликенов, Жанат Михайлович. Ситуация, там две проблемы. Это первое, это количество энергопередающих организаций. Там в схеме поставки до этого поселка 3 энергопередающие организации. Это Кокштау-Энерго, Степногорская энерготранзит и ООН, как это же. То есть там по собственникам сетей, да? Да. Другой схемы поставки туда нет. Ну и, соответственно, единый закупщик повлиял на изменение тарифа. Плюс наша организация не находится в списке гарантирующих поставщиков электроэнергии. Соответственно, льготного тарифа для нас нет. Соответственно, на данный момент времени такой рыночный тариф сложился в этом регионе. Ну, давайте посмотрим по надбавке вот энерго... По ПСОшке, да, там где-то вот эти промежуточные компании. Хорошо. Поразбираемся. Можно я продолжу для жителей Аксу, Касина моя фамилия. Мы с прошлого года задавали вопрос по проведению теплотрассы в населенном пункте Аксуского акимата. ПСД просили, чтобы включили нас в ПСД. Уже надоело сидеть без тепла в благоустроенных домах. Хотели он пожить так же, как и городские. Вот, в советское время все было предусмотрено, все было. Поселок Заводской, населенные пункты Аксуского акимата были централизованное отопление, все было. Но это во время распада все это развалилось. И вот с прошлого года мы собственно, Иван Викторович, на этот вопрос решаем. Хотел бы от вас, раз вы сюда приехали, услышать, вот это, будет у нас тепло, как в городе или нет, но еще надежда. В советские времена, когда руководители приезжали высоких уровней, решали вопрос сразу на местах, не отходя от кассы, как говорится, или оставляли на определенное время, но эти вопросы решались. Но, судя на вас, смотря на вас, вы впечатляете, у нас к вам какое-то особое доверие, что вы нас не оставите. А то приезжала министр экологии, молодая, инициативная, грамотная вроде бы, но она быстро поняла вкус власти. Такие люди долго работать не будут. Но вы, у нас какой-то к вам симпатия. Ну, мы думаем, надеемся, и что вы этот вопрос все-таки решите. Спасибо. Ну вот я вот уже соответствующее поручение дал местным исполнительным органам власти о разработке, как я уже сказал, централизованной схемы теплоснабжения регионов. Давайте тоже включим. Это нужно сделать расчет. То есть нужно посчитать экономику, стоимость строительства, стоимость тарифа, стоимость там, при необходимости субсидий, наличие тепловых мощностей, возможность там, сечения магистральной теплотрассы, понесения таких нагрузок, может быть, там по строительству, может быть, котельной соответствующей, там тогда по типу топлива нужно смотреть.
Коллеги, мы эту вот предварительно туда, в эту схему мы включим. После того, как эта схема будет разработана, теплоснабжения, мы отдельно доложимся. Давайте с этого начнем, так чтобы обещание не давать, но вот это все покажем. Что касается компетенции наших коллег, хотел отметить, что в целом сейчас в правительстве работают действительно люди, которые нацелены на решение задач, поручения, которые мы имеем от главы государства, от премьер-министра, именно направлены на то, чтобы все какие-то насущные проблемы были решены, были найдены пути решения, и понятно то, чтобы достаточно справедливо вопрос поставили, чтобы они не откладывались на длительный период. Это тоже необходимо эту работу проводить. Понятно, есть ограничения, бюджетные ограничения, но другие механизмы смотрим. В частности, вот недавно премьер-министр дал нам поручение, все, что связано с базовой инфраструктурой, вернуться опять к схеме государственно-частного партнерства. То есть, если, предположим, какой-то объект, тоже, предположим, объект теплоснабжения, может быть, или водоснабжения в регионе, если найдется инвестор, который за свой счет готов построить, или жители организуют какое-то, может быть, предприятие сами, то он гарантирует, премьер-министр, что в течение 5 лет деньги будут возвращены, вот те объекты ключевой инфраструктуры, зависит от амбиций инвестиционных от этого собственника данного объекта, может быть, на 5-7 лет, с хорошей нормой доходности, больше 15%, то есть инвестиции будут защищены. И те деньги, которые он не сможет вернуть за счет тарифа, понятно, что резко тарифы растить не в интересах населения, мы понимаем, вот эту вот разницу будет компенсироваться за счет бюджета. То есть сейчас мы эту работу начали, то есть вот по тем этим объектам, тоже местным исполнительным органам это будет в ближайшее время доведено, то есть вот эти механизмы мы тоже будем максимально поддерживать, то есть правительство все возможности будет изыскивать, и вот соответствующие поручения мы уже премьер-министра получили. Спасибо. Как только схема... да, пожалуйста. Доброго дня всем околицам. Алмасада Майданович, пока я задаю вам вопрос, я хотела бы передать следующие фотографии. Это электрические щитовые многоквартирных жилых домов города Кокшетау. Вопрос следующий. Согласно Гражданского кодекса Республики Казахстан, дополнительные обязанности энергоснабжающей организации предусмотрены для договоров с абонентами гражданами, использующими энергию для бытового потребления. В этих случаях энергоснабжающая организация должна обеспечивать безопасность, то есть надлежащее техническое состояние энергетических сетей и приборов учета потребления энергии, согласно статье 487 пункта 2, а также несет другие обязанности. Однако в отдельно взятой Акмолинской области неверное толкование норм законодательства в области электроэнергии возлагает на граждан, использующих электроэнергию для бытового потребления, проживающих в многоквартирных жилых домах, дополнительные функции. И это касается компании ТО «Кокшетау Энерго» и ТО «Кокшетау Энергоцентр». Согласно обязанностей по типовому договору электроснабжения, который было у нас утверждено приказом министра энергетики 356 23 октября 2017 года, такая норма была, она противоречила Гражданскому кодексу, и она была под пунктом 10, под пунктом 1, где указывалось, что бытовой потребитель обязан поддерживать надлежащее техническое состояние электроэнергоустановок и приборов коммерческого учета, находящихся в собственности потребителей. Однако изменениями в 2020 году от 6 февраля этот пункт из обязанностей бытового потребителя был изъят, но не был передан кому-либо другому. То есть в нынешней форме типового договора такой обязанности нет ни у бытового потребителя, ни у продавца электроэнергии. По устному сообщению Комитета атомного энергетического надзора мы уже с этим вопросом обращались. Веренного вам министерства обязанность возложена это на органы управления, то есть объединение собственников имущества, простые товарищества, кооперативы собственников квартир, которые на минуточку тоже являются бытовыми потребителями. Соответствующий вопрос был дополнительно задан на сайте вашего министерства, ответ был получен. Да, органы управления, использующие электроэнергию для общедомовых нужд, являются бытовыми потребителями. Соответственно, мы просим вас рассмотреть совместно с экспертным сообществом данные коллизии, так как доходит до абсурда. Энергопередающие и энергоснабжающие организации получают прибыль,
Вот это состояние, в котором сейчас находятся сети этих домов, было, ну, наверное, с помощью этих организаций, потому что доступа к этим ящикам не было. В мае 2023 года загорелась именно такая щитовая в доме в городе Кокшетау. К сожалению, никто из энергоснабжающих организаций, не энергопередающих организаций не взяла на себя ответственность. Вся тяжесть восстановления энергосетей была возложена на кооператив собственников квартир. Со стороны акимата города Кокшетау мы тоже обратились к помощи. Они готовы на основании дефектных актов профинансировать в рамках модернизации восстановления этих сетей. Но хотелось бы отметить, что единственное предписание, которое получили органы управления, это установить приборы ОДМ. То есть о качестве и о таком состоянии сетей вообще нет речи. Главное установить приборы для учета общедомовых нужд. Это все, что я хотела сказать. Спасибо. Спасибо. Смутно хочу прокомментировать, пожалуйста. Вот я потом тоже от себя добавлю. То есть, ну, я так понял вопрос, вот, кто несет ответственность, то есть где вот границы юридической ответственности, то есть там до счетчика, там внутри домовые вот эти вот линии, да, проводка. Вопрос мы знаем, мы тоже отрабатываем. Понятно, что так как это внутридомовые вещи, поэтому сетевая компания отказывается это делать. Но проблема это только вот именно вот таких... И речь идет о том, что в правилах четко не прописано, а вот ответственность в этом числе. Ну, она, в принципе, как бы в правилах-то есть, просто вот именно таких выносов счетчиков вообще это практически нигде нету. Только у Кокшетау была практика, вот тогда трудные годы, почему-то это сделали. Поэтому мы сейчас и сетевой компанией работаем, что на сегодняшний день ОДМ не выставляли, а вот именно коллизию в правилах, это все мы сейчас изучаем, будем Там, что касается моего комментария, вот логично, но это действует, ну, наверное, вот везде. То есть вот есть вот граница ответственности собственников этого оборудования. То есть электросетевая компания доходит до счетчика, а дальше уже кооператив должен нести ответственность за внутренние сети, под проводку, там, ну, проводить, то есть там, то, что вот, раньше КСК там, или там кооперативы собственникам работали. Но здесь, я так понял, уникальный случай, да, связан с тем, что там видели, да, там внешнее там, нарушение всех правил там, эксплуатации, там, ну, какие-то комплексные решения. Надо для Кокшетау, для региона отдельное прям решение прям найти, может быть, прописать, может быть, разъяснение дать дополнительно вот в рамках ответа, но исходя из того, что вопрос был задан. У вас, да, есть комментарий, да, вы? Да, Кокшетауэнерго, да, пожалуйста, генеральный директор Харалбаев Дурсунхан Алишевич. Ну, госпожа Аринова этот вопрос сама уже, наверное, больше чем год поднимает. Что касается законодательных актов, все четко прописано. То есть граница раздела, о чем вы говорите, оно четко расписано, сейчас я пункт не могу назвать, 74-й, кажется, правило по электроэнергии, водно-распределительное устройство. То есть в каждом доме имеется от ТП, где он находится, кабель до дома. И этот домный кабель плюс само соединение, место соединения, обслуживает энергопередающая организация. Приборы учета у кого? Собственники, кто приборы учета? Приборы учета – это все общедомовые необходимые. То есть, кто собственник приборов учета? Прибор учета их, потребители. Это, как и все, вот, например, по тепло, по воде, по электроэнергии, подход один. Но она почему-то постоянно трактует одно и то же. Но я хочу сказать историю. Еще на заре, в конце 90-х, на заре 2000-х годов, когда шли массовые хищения электроприборов, щитовых, многие заносили электроприборы в квартиры, кто-то там в отдельные помещения. Это лет 20-25 лет назад. Я могу подтвердить, я сам вообще много лет работал в джамбульских электросетях, и такой же, и там же было, и такой же, могу сказать, госпожа Аринова, и в Кызылорде. То есть здесь ничего такого нового нету, этот подход везде был. Такой, то есть вопрос стоял адресной подачи, чтобы за киловатт собирать сумму денег. И второе, это то, что уменьшить хищение, то есть как-то вот закрыть под один замок и так далее. То есть в любом случае эти счетчики находятся в доме этого
в каком-то отсеке, в каком-то помещении этих домов. То есть они нигде не будут на НИТП и все в другом месте. То есть вопрос, в принципе, ясный. Был уже Энергонадзор, вот Исимханов сам знает, это Гульцун Гизатовна, да, перевела, совещание провела. Потом в прокуратуре обсуждали эти все вопросы. Все разъясняете, но она никак не хочет воспринимать, как следует. Там коллективный счетчик есть? Общедомовые, вот именно в советских времен, дома советских времен, тогда домоуправления были, да, но многие, наверное, старые жители знают, а тогда о таких вещах не были. Конечно, сегодняшнее законодательство идет вперед, новые требования появляются, соответственно, тоже вот это освещение, лифты или другие насосы, которые должны быть, это являются как бы собственностью самих жителей, и, соответственно, за эти приборы все работают на их нужды, и за это должны платить. А мы из-за них несем коммерческие потери. Это для города характерно или для каких-то домов только это? Это по всей республике есть. Но просто мы... В данном случае? В данном случае... Не, подождите, я сейчас закончу. Оно имеет и в городе Кокшетау место, я думаю, и здесь в Степногорске тоже имеет место и так далее. Так, по коммерческим потерям у вас какие коммерческие потери сейчас? Коммерческие потери именно составляют 1,5-2% у нас. Понятно. Пожалуйста, вы хотели, да, прокомментировать? Я могу сейчас прокомментировать. Дело в том, что мы задаем вопрос о том, что данная компания бездействует. Здесь именно коллизия в нормативно-правовых актах о том, что требования Гражданского кодекса не соответствует именно типовой договор энергоснабжения, электроснабжения в частности. Если мы с вами коснемся закона о газе и газоснабжающих организациях, то там эта коллизия четко соблюдена. А именно в электроэнергии идет разница между правилом пользования электрической энергией, где четко прописано, что органы управления отвечают только за проводку до общедомовых установок и отвечает за подводку электроэнергии к фонарям и к чердачным помещениям и подвалам. Все. На этом как бы требования к органам управления закончены. Но свои правила расширяет как Комитет энергонадзора, так и энергоснабжающие и энергопередающие организации. Поэтому я прошу рассмотреть именно экспертов сообщества по вопросу. Спасибо. Ну, я согласен с вами в том плане, что, конечно, все в правовом поле должно решаться. Если какие-то идут там разночтения, то у нас по закону о прокуратуре, прокуратура следующее разъяснение законодательства должна дать. Я так понял, это разъяснение есть. Давайте мы эту всю переписку поднимем, посмотрим, еще раз проведем. Я вам официально сам отвечу за свои подписи. То есть здесь разберемся. Спасибо. Здравствуйте, Алмасадам Адамович. Очень приятно вас видеть у нас. Ауразбаева, депутат по территориальному округу номер 9. Мой вопрос касается проведения отопления в загреберную часть поселка Заводской. У нас в сложные годы, в 90-е, была утеряна часть отопления из-за распада совхоза «Степной», но территориально эта часть примыкает к Заводскому. Суть в том, что экспертиза уже техническая пройдена, документы готовы, мы ждем финансирования 3 года. 300 миллионов требуется, понятно, что проект затратный, но ожидать ли этого финансирования в ближайшие годы? Жители очень настроены и ждут, так как там порядка 800 жителей, из них 132 ребенка, это 200 домов с печным отоплением. Вопрос у нас такой. Понятно. Вот определение приоритетов. Вы знаете, все-таки бюджетные средства же ограничены. Это является компетенцией местных исполнительных органов, но я думаю, Да, мы разработали проектную документацию. 700 миллионов стоимость проектной документации, самой организации заявили бюджетную заявку, находится на рассмотрении. С прошлого года на рассмотрении. Потому что мы посодействуем Разрешите? в рамках компетенции, да, пожалуйста. Да. Владислав Шуль, директор общественного фонда «Право на выбор» и член общественного совета Акмольской области. Вы в своем выступлении затронули несколько вопросов именно. Это по газификации города Кокшетау, а также строительство ТЭС. Из этого прежде чем я задам вам эти вопросы, я хотел бы сделать небольшое вступление. Вот сегодня город Кокшетау единственный в стране центр областной без собственного источника тепловой и электрической энергии. Президент Касым-Жомарт Токаев еще в ноябре 2019 года поручил правительству рассмотреть данный вопрос о постройке ТЭС в городе Кокшетау. В конце марта 2022 года вашим министерством был проведен тендер на возведение ТЭС
но меньше чем через месяц он был отменен. Далее, в январе-феврале 2023 года уже снова объявили тендер, но уже по новым правилам. Но бизнес интереса к нему никакого не проявил. А ведь согласно подпункта 3, пункта 8 тендерной документации, на строительство ТЭЦ в городе Кокшетау необходимо подтвердить наличие финансовых и материальных ресурсов из расчета финансирования за счет собственных средств не менее 30% от общего объема стоимости генерирующих установок, что составляет более 70 миллиардов тенге. И согласно пункту 17, срок возврата инвестиций составляет 15 лет, что с учетом инфляции невыгодно для потенциальных инвесторов. Также отсутствие индексации тарифов сыграло также свою роль. На сегодня ваше министерство снова корректирует проект этот. И из этого вытекают следующие вопросы. Почему с 2019 года идет затягивание процесса и неисполнение поручений главы государства? И сколько еще потребуется корректировок? Это первый вопрос. Я думаю, так будет нам проще с вами. Отвечать по ходу, да, чтобы там не забылось, да? Ну, я лучше по одному вопросу. Давайте по одному, да. Да, я сразу же ответил. Ну вот я уже в своем докладе вот, правильно отметили, говорил уже, так, я, может быть, где-то повторюсь, вот, ситуация такая. ТЭО было Акиматом разработано, потом корректировку, 2 раза конкурс проводили, ни одного участника не вышло. Начали разбираться, с чем это связано, то есть, ну, по многим причинам, то есть, в основном то, что вы сказали. То есть, условия невыгодные для инвесторов, то есть, просят более высокий тариф. И ну, там, по технологиям тоже были, по технологическим решениям тоже какие замечания. Сейчас вот предметом вот корректировки именно является сделать этот проект коммерчески привлекательным для потенциальных участников. То, что вы говорите, условия там, по сроку окупаемости, по необходимому объему там, собственного финансирования, это готовы пересмотреть, но достаточно гибкие. Поручение главы государства будет выполнено. В чем была задержка? То есть практически в мире, вы знаете, угольная генерация практически не вводится. То есть в Китае есть запрет прямой на строительство угольных станций за рубежом. Российские технологии, которые предлагаются, то есть, ну, это практически технологии середины прошлого века и по выбросам, и по параметрам пара, по коэффициенту полезного действия. Но мы сейчас достаточно большую работу провели с нашими зарубежными партнерами. Ну вот, предположим, по Китаю в рамках государственного визита главы государства в Пекин мы вот Министерство энергетики вместе с Комитетом по энергетике Китайской Народной Республики соответствующие соглашения подписали о сотрудничестве в области, в том числе в традиционной энергетике. То есть, ну, уникальный как бы прецедент создан. То есть, ну, при необходимости можно, ну, вот эти технологии привлечь. Что касается партнеров из Российской Федерации, мы постоянный диалог ведем, то есть и по качеству оборудования, и по возможности использования вот этих наработок, потенциала. То есть в целом мы, вот как я уже сказал в своем докладе, уже вот в рамках вот этой работы и проведения консультаций постоянно с ключевыми игроками рынка, в том числе с казахстанскими крупными энергетическими компаниями, в том числе и с крупными EPC-подрядчиками. То есть мы видим, что интерес есть. Вот для того, чтобы этот конкурс состоялся, мы эту корректировку проведем. Осенью текущего года у нас в планах есть этот конкурс провести. Поддержка со стороны правительства есть, на контроле стоит. Почему задержка была? Но те, кто там виновен, да, в этой задержке, ну, соответствующий, там, вот, поверьте мне, там, все, что касается поручения главы государства, на самом жестком контроле состоит со стороны администрации президента, там, если какая-то есть задержка там, или бюрократия, там, ну, соответствующие меры, в том числе дисциплинарного характера, принимаются. Пожалуйста, следующий вопрос. И следующий вопрос. Во-первых, это по газу. Когда будет газификация города Кокшетау? Вот конкретные сроки есть определены? Конкретный срок не могу назвать. То есть мы до 2025 года планируем вот эту трубу, вторую нитку газопровода, я вот сказал, Бейнеу-Газой-Шымкент, завершить. Она даст возможность, ресурсную базу для поставки газа уже в северные регионы. Параллельно где-то, я думаю, в 2024 году начнем проектирование второго-третьего этапа. Ну и по завершении уже там, в зависимости от доступности средств, то есть, ну, я думаю, не раньше 2028 года, исходя вот из сроков строительства, необходимости соблюдения процедур, связанных с проектированием, госэкспертизой и согласованием для получения экологических решений. То есть, вот, я думаю, не раньше. Это по моей персональной оценке.
Так, Да. значит, я так понял из вашего первого ответа, это что вы прописываете новый механизм возврата вложений, индексацию и так далее, да? По первому вопросу, да, будем давать нормальный тариф, то есть, вот тут уже диалог ведем соответствующий, уже конкретно с потенциальными участниками, то есть, уже под нужды уже вот именно инвесторов будем выстраивать, то есть конкурс должен состояться. И еще, когда все-таки начнется строительство? Вот конкретно есть срок? Вот, начало строительства? По ТЭЦ? Это уже да? Из опыта, потому после что проведения... интересуется, когда, каждый раз. Да, после проведения конкурса там где-то до полугода идет на согласование процедур, подведение инвестиционного соглашения. Если параллельно они, ТЭО есть, начнут проект, где-то 1,5 года, плюс согласование 2, то есть, не раньше, чем через 2-2,5 года стройка начнется, не раньше. Просто исходя из требований. Но все зависит от применения технических решений, то есть, если какие-то стандартные, там уже есть действующие котлы, нужно смотреть еще привязка к типу угля, то есть, если это будет экибастузский уголь, там, может быть, какие-то там специальные проектные решения потребуются ввиду высокой там зольности, то есть, не раньше 2,5 года, просто по опыту. И последний вопрос. Вот ваша персональная ответственность предусмотрена, какая за неисполнение? Я как министр энергетики, все, что связано с объектами генерации, нефтегазовой отрасли, там компетенции связаны, у нас относящиеся к развитию урановой промышленности, все, что нас касается по вопросам нефтегазохимии, персональную ответственность несу за все вот эти направления деятельности. И еще, наверное, действительно последний вопрос. Это вообще рассматривается ли вопрос переподключения к сетям ГИГЛО нашего стратегического объекта РК-2? Этот вопрос поднимается уже на протяжении десятков лет. Это позволит снизить расходы на электроэнергию. Это тариф, это наш, мы платим за это все. Разъясните, пожалуйста, о чем речь идет, более детально, чтобы я... На сегодняшний день является крупнейшим поставщиком платежей, потому что я вам скажу так, что, наверное, вы поясните, да? На сегодняшний день, получается, наше предприятие, так как не имеет собственной электроэнергии, мы приобретаем у местной энергопередающей организации. Тариф, соответственно, применяется как юридического лица. Если просто разложить арифметику, то затраты нашего предприятия, например, за прошлый год, 22 составили по тарифной смете 7 миллиардов. Доходы составили 4,1 миллиарда. Из них 2,2 миллиарда это только затраты на электроэнергию, не считая заработной платы и так далее, и так далее. Поэтому очень актуальный вопрос, сейчас Влад задал вопрос касательно строительства ТЭЦ. То есть, если будет возможность перехода на оптовый рынок электроэнергии, да, соответственно, то это даст возможность снизить наши затраты порядка где-то на 500-600 миллионов ежегодно. Но строительство собственной подстанции на сегодня это будет затраты составлять 12 миллиардов тенге, приблизительно я так говорю. Поэтому затяжка строительства ТЭЦ ведет к тому, что все-таки у нас идет удорожание. Хотя самый низкий тариф по региону у нас находится как Штал. Он составляет 4760 тенге. Вот такая ситуация. Да, к сожалению, так как наше предприятие работает всего 7 месяцев в году по реализации тепловой энергии, соответственно, доходы мы получаем только в зимний период. В летний период, соответственно, этих доходов нет. Получается, мы кредитуем наше население, выставляем счета, условно, за октябрь месяц. Доходы за потребленные мы начинаем получать только в ноябре. Соответственно, оплачивать электроэнергию мы оплачиваем с задержкой на месяц, 2-3, и, соответственно, местная энергопередающая организация применяет к нам пеню, которую, соответственно, мы обязаны оплачивать, так как им выставляют эту пеню КИГЛО. Поэтому, так как мы социально значимые объекты, стратегические объекты, я считаю, что необходимо на уровне министерства, правительства рассмотреть вопрос к таким социально значимым объектам, как мы, чтобы мы применяли пеню в виде штатных станций к нашему предприятию. Это также идет нагрузка для нашего предприятия. Справедливо поставленные вопросы. Прокомментируйте. Да? У меня еще просто перед тем, как руководитель Госнадзора прокомментирует, у вас как с ремонтами там ситуация? С ремонтами на сегодня, в принципе, работы полностью ведутся, что на источнике порядка 60%. Значит, на РК-2 оба котла уже, из 3 котлов 2 котла уже готовы, значит, опрессованы, обмурованы. Третий котел идет в завершение, то есть где-то к 1 сентября его завершим. По РК-1 газовозутный котел тоже ведутся работы, уже процентов 50 выполнение идет, то есть в планах до 1 сентября закончим.
По ремонту теплосетей, что касается выделенных средств из резерва, значит, тоже 60% работ выполнено, это внутриквартальные сети, изоляция и так далее. То есть все идет по графику. Нам только помочь без мазутом в этом году. Хорошо, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Александр, просто по вопросу электроэнергии, да, Кокшетау коммунальное предприятие покупает электроэнергию в энергоснабжающей организации, ну, гарантируешь поставщика, как юридическое лицо, полностью согласен. Но здесь, я думаю, Вельдас Мурат поддержит. И мы готовы, если не мы, а вообще может перейти Кокшетау спокойно на оптовым потребительным стате и покупать напрямую. Но тогда у энергоснабжающей организации уходит крупный юридический потребитель вырастет для населения. Поэтому здесь это больше как бы политика местных исполнительных органов. Если они готовы поднять населению тариф, тогда в Кокшетау можно снижать тариф. Это больше как бы вопрос такой экономики. Ну, в допустим, видите, убытки там уже согласен. существенно уже приходится счет бюджета даже мазут покупать. Давайте комплексно рассмотрим. Ну, понятно, будем ваше решение. Еще один вопрос можно? Вот он тоже наболевший вопрос касательно нашего предприятия. Вообще, хотелось бы, чтобы мы ушли под одно ведомство, как Министерство энергетики. К сожалению, сегодня предприятие находится под Министерством энергетики, Министерством индустриального развития и по тарифам Минэкономики, как эти щук, рака, лебедь, да, получается. То есть нет единого оператора, который бы мог нами управлять. И соответствующее законодательство в сфере монополии и правил формирования тарифов ведет наше предприятие постоянно к убыточности. Ежегодное применение временных компенсирующих тарифов за неисполнение тарифной сметы, за неисполнение инвестиционной программы. Мы сами понимаем, что это все вытекает из тарифного дефицита. То есть законодательно Декрем применяет нам эти меры, они правы. Ну а если так смотреть, то предприятие из года в год. Соответственно, мы постоянно просим субсидии в области, в городе, в республике для прохождения отопительных, для ремонта сезона. То есть это уже такой проблемный. На сегодня я посчитал, с 2018 года у нас стоит сейчас ВКТ порядка 6 миллиардов. То есть мы один годовой бюджет уже имеем ВКТ. То есть мы недополучаем доходы, соответственно, мы не можем выполнить работу и постоянно входим в постоянный переход. Ну, спасибо. Ну, справедливо поставленный вопрос. Разрешите, Алмасадам Майданович Вельдас Муратович, как город Кокшетау у нас является курортным, и поэтому вы в своем докладе отметили, что успешно работают альтернативные источники энергии. Дополнительно к тому, что вы сейчас сказали, мы бы просили вас рассмотреть город Кокшетау именно как город с низкоуглеродным потреблением. В настоящее время Общественный совет города начал свою работу с энергетическим агентством ДЭНа в части модернизации многоквартирных жилых домов с целью энергоэффективности, энергосбережения. Но не рассматривайте это как отдельный город с какими-то отдельными проектами, а именно как единый комплекс, который позволит применить новейшие технологии и сберечь нашу экологию. Все-таки это город уникален. Спасибо. Ну, действительно, очень такая и своевременная, и интересная инициатива. То есть в мире есть вот реализация концепции так называемого зеленого города, то есть город там, с минимальными выбросами, который целый комплекс мероприятий предусматривает, там, ну, не только по обеспечению зеленой электроэнергии, там, но и там, применение там, и, там, соответствующих технологий в теплоснабжении, насосно-распределенная генерация, там, какие-то специальные строительные нормы, эффективные ресурсы сбережения. То есть, ну, вот, как ваш город, он как пилотный проект здесь просится, с учетом того, что действительно зеленый может вводиться. Может быть, для Акимата очень хорошая идея и с целью привлечения инвестиций, особенно международных, с целью обеспечения финансирования. Вот на такие проекты всегда можно деньги найти, международных финансовых институтов. И в этой части вы, я думаю, опережаете время немножко. Спасибо за инициативу, мы на уровне правительства рассмотрим. Спасибо. Здравствуйте, Алмасадам Майданович. Меня зовут Нурсултан, директор ТО «Центргаз», газосетевая организация в городе Степногорск. Мой первый вопрос касательно бытовых баллонов в нашем городе и близлежащих поселках. С Нового года было введено нововведение со стороны Министерства энергетики о предоставлении бытовыми потребителями ИИН, адреса, куда будет поставлен баллон, а также фамилия, имя, отчество. На сегодняшний день у жителей города это вызывает возмущение в связи с тем, что они не хотят предоставлять свои данные. Но несмотря на то, что мы соблюдаем данные требования законодательства, сайт, куда нужно отчитываться, по сей день не работает. И как бы
по сути, мы уже 8 месяцев эту информацию собираем как будто бы впустую и нагнетаем на себя гнев населения. То есть хотелось бы, чтобы прокомментировать данную ситуацию. Ну да, вот соответствующие законодательные поправки есть, то есть там тут распределение ответственности, вы же знаете, да, между Министерством энергетики и Министерством по чрезвычайным ситуациям. Есть определенная статистика по проблемам, связанных там, как бы, там, с неправильной эксплуатацией индивидуальных газовых баллонов. Вы там тоже эту статистику, я думаю, знаете, да, количество случаев. Мы понимаем, связано в основном с безопасностью и соответствующей. То есть, я думаю, соответствующую работу с населением нужно провести, прогарантировать, наверное, конфиденциальность вот этих данных, соответствующие, думаю, разъяснения дадут и наши курирующие службы. По сайту разберусь. Спасибо, я, честно говоря, не... Так, второй вопрос касательно формирования плана поставки на Акмолинскую область. Он формируется по 3 критериям. Это мощности газосетевой организации, 20% составляет, 75% составляет реализация сжиженного газа, а также 5% реализация бытовым потребителям. Также я опять коснусь бытовых потребителей, потому что в законе сказано, что приоритетом сжиженным газом является бытовой потребитель, а не автомобили. В связи с этим вопрос. Вот в плане поставки, в формуле 5%, то есть всего на бытового потребителя. Таким образом, это становится для нас нерентабельно заниматься снабжением бытового потребителя баллонного газа в дальние регионы, то есть поселки, ближайшие деревни. То есть, потому что, если мы будем только сюда в газ выделять, то 75% от того объема, который мы на сегодняшний день получаем, нам будет сокращать. А также текущее ценообразование, то есть со стороны АЗРК, которое, к сожалению, не ведет, то есть не может повлиять на остановку роста цен ЖД-тарифов. Добавок к этому добавлю, что транспортное плечо в город Степногорск по сравнению с транспортным плечом города Кокшетау намного длительнее, больше. Не буду соврать, просто скажу, что да, Кокшетау это Тобол Кокшетау, это нас Тобол, Атбасар, Астана, Степногорск. То есть в связи с этим стоимость газа в городе намного выше по сравнению с городом Кокшетау. Более того, к этому добавлю, что АЗРК была проделана огромная работа по развитию конкуренции и допуску малых предприятий на данный рынок путем исключения аккредитации, то есть полного перечня прохождения всех соответствия пожарной и промышленной безопасности. На сегодняшний день таких требований нет, поэтому каждый может заниматься данным видом деятельности. Но это создало такие как угрозы, как неквалифицированный персонал, то есть потому что норм нету, а набирают то, что любой персонал, печальный взрыв в Шаманайке, ВКО, в Экибастузе, взрывы в домах, то есть бытовых потребителей. То есть это все череда, то есть решение о том, что рынок нужно отдать в конкурентную среду. При этом вы сами вначале говорили, что только в Акмолинской области автозаправочных станций 161 количество. При этом в ЖКХ Акмолинской области контролирует эти все заправки 2 человека. То есть такой объем информации, который мы предоставляем на бумажных носителях, даже я как руководитель понимаю, что невозможно обработать без цифровизации. Более того, план поставки не оцифрован, крупные фирмы ввиду потери своей маржинальности дробят бизнес, то есть предоставляет, возможно, фиктивные данные об увеличении роста потребления. В связи с этим Министерству энергетики приходится увеличить в сторону Акмолинской области рост, отправку сжиженного газа, при этом этот газ может просто оседать в емкостях. То есть, потому что цифровизации нету, как у ГСМ и дизеля. То есть это тоже большая проблема, которая требует внимания.
И самое важное, то есть уже этот вопрос не раз поднимался, именно в вашей ведомости, только при мне уже поменялось 3 директора департамента, то есть они каждый год вводят какие-то нововведения и потом просто уходят, не решая проблемы, но самый главный их посыл – это то, что нам некогда заниматься сжиженным газом, вас много, а приоритетом стоит природный газ. В связи с этим я вас прошу, то есть в ведомости выделить отдельный департамент для анализа нашего рынка, потому что он большой, субъектов много, по только статистическим данным у нас в Республике Казахстан 2562 субъекта, то есть это огромный объем информации. Это наболевшие проблемы, извините, но вот еще самое главное сказать, то, что ЖД тариф, да, то есть ЖД транспортом будут отправляться, так как министерство не может повлиять на КТЖ, то есть вагоны идут задержками, то есть от итогового плана поставки могут в сторону компании направиться в начале месяца всего 3 ЖД-вагона из 20, а все остальные направятся в конце месяца. То есть это создает кассовые разрывы, заход в овердрафты, а также по прибытию уже, так как вы знаете, согласно договору поставки мы должны до 25 числа 100% уже оплатить за следующий месяц, когда приходят и февральские объемы, и январские объемы. То есть нам приходится сбрасывать, так сказать, достояние республики по сбросным ценам. То есть идет неравномерные поставки, при этом поставщики заставляют нас оплачивать 100% ежемесячно, то есть за следующую партию. То есть это большая проблема, мы тоже обращались с этим запросом в АЗРК, Министерство энергетики. Слава Богу, с мая месяца ведутся работы в этом направлении, но мы несем потери, кассовые разрывы, если по-правильному. Хотел бы, чтобы вы прокомментировали первый вопрос касательно ведомости департамента, что увеличение сотрудников, а также чтобы пересмотреть договора поставки, то есть и оплату за газ партиями, которые не отгружают, они по 100% предоплате. Хорошо, спасибо за поставленный вопрос, но я все так покомментирую по порядку, как вы их задавали. Что касательно распределения для бытовых нужд, другим группам потребителей, в любом случае мы же понимаем, это не только распределение, на самом деле это цена, да? То есть это фактор цены, то есть распределение можно посмотреть, понятно, исходя из реальной картины, которая у вас сложилась в регионе, но и в целом нужно, конечно, понимать, что цены на сжиженный газ, я это тоже в своем отчете говорил, в своем докладе, что мы там резко повысить не можем. То есть это такой социально значимый тип продукции, но повышать мы его будем. То есть на самом деле он, видите, он убыточен не только для производителей, то есть, но также он во всей цепочке вот этой предпринимательской добавленной стоимости является неинтересным. То есть, а как его сделать интересным? То есть это либо масштабные государственные субсидии, которые, исходя с возможностей бюджета, на самом деле очень серьезно ограничены. То есть это либо поэтапное повышение цен. То есть мы к этому идем. Понятно, в различных регионах отношения различные. Мы все помним, что резкий рост он может привести к детонации определенных факторов социального недовольства. То есть мы попытаемся ситуацию выравнивать. Я думаю, эта проблема так или иначе в течение периода времени будет решена. То есть мы для себя видим индикатор 3 года, есть более такие сценарии, которые на 5 лет, поэтапное доведение до уровня себестоимости, потом выход себестоимость плюс. Будет сейчас меняться формула цены, то есть и оптовой, и розничной. Вы знаете, эта компетенция сейчас перешла к Министерству энергетики, то есть мы будем идти не как раньше шли от внутренних цен, потом были индикаторы, связанные обратным счетом от международных цен, то есть за исключением транспортного ключа. Сейчас мы будем идти от себестоимости. То есть берем себестоимость, умножаем на коэффициент. Вначале этот коэффициент будет ниже единицы. То есть мы понимаем, что мы будем продавать ниже себестоимости. Соответственно, будет пересчитываться розничная цена. То есть эта работа ведется, мы будем вас информировать. Что касается развития конкуренции, по рынке, на рынке, на различных, знаете, эффект маятника.
То есть вот действительно была достаточно серьезная работа проделана по развитию конкуренции, по выходу государства из тех направлений и минимизация регулирования, всяких контрольных, ограничительных, проверочных мер в различных видах бизнеса, которая не всегда сработала на позитив. То есть, может быть, и конкуренцию несерьезно развили, ну, кое-где там как бы есть реальные успехи, но в то же время это привело к обратному фактору, вот, предположим, отсутствие контроля, вот, увеличения вот, ситуаций, о которых вы говорите. Вот, в частности, вот, в связи с предпринимательским кодексом, ну, вот, вы знаете, да, то есть орган госэнергонадзора не может зайти даже проверить объект энергетики. То есть сейчас приходится вносить законодательные изменения в данный предпринимательский кодекс, который, то есть, я говорю, то есть обратная волна, то есть когда нужно наводить порядок, смотреть уже вот правоприменительную практику, опыт применения вот этих вот ограничительных контрольных процедур. То есть я считаю, ваша задача, после ваших вопросов правильно поставлены. То есть если они будут сформированы как требования участников рынка, то, безусловно, мы можем вот и по итогам моего визита вот в регион, мы это можем аккумулировать, провести соответствующую работу со всеми участниками рынка и вот эти все предложения аккумулировать и выступить соответствующими инициативами, то есть где подзаконные акты, но где необходимо, там законодательные тоже изменения готовы вносить. Почему? Потому что очень хороший у нас диалог с парламентом идет, то есть все понимают необходимость принятия срочных мер. Также вот вы говорили про текучесть кадров. Ну, да, на госслужбе у нас средняя заработная плата в министерстве 90 тысяч тенге. То есть, ну, понятно, есть определенные моменты, связанные как бы, с удержанием квалифицированного персонала. То есть, что я хотел сказать, вот это не связано с тем, что приоритеты мы определили природный газ, сжиженный газ. Это просто может быть связано там, с нехваткой. Там, вы знаете, как масштабная работа была проведена по оптимизации численности госаппарата. То есть вот в рамках вот имеющейся численности мы вот необходимый объем сотрудников для данной проблематики выделим. Я свое слово вам даю. То есть перераспределение обязанностей, то есть соответствующие люди там с институтом персональной ответственности за поставленные вопросы, то есть те, которые будут и диалог с бизнесом вести. Тем более этот диалог у нас, предположим, налажен, мы можем использовать наработки. Вот мы практически вот 2-3 раза в месяц проводим уже встречи с крупными нефтедобывающими предприятиями, крупными сетками и другими сетками, это автозаправочные станции. То есть у нас этот диалог налажен, то есть у нас мы прямую, то есть всю проблематику понимаем, в том числе вот по вопросам там, железнодорожных поставок. То есть мы вот в ручном режиме там, по ключевым видам нефтепродуктов, что касается дизеля, что касается бензина 92-го, сейчас вот 95-й, мы как бы там смотрим, где идет отгрузка, сколько вагонов, где в пути, сколько на нефтебазах. То есть, ну, понятно, такую же статистику и такой же контроль, я думаю, нужно такую же координацию с железной дорогой тоже наладить вот в рамках нефтяного сжиженного газа. Здесь вы как бы абсолютно правы, то есть мы это себе отметим, работу проведем. Что касается, вот последний вопрос, какой был, вот я сейчас записал, ЖД, кадры. Договора поставки 100% предоплата. 100% предоплата. Это кем-то регламентируется, вот это 100%, или это участники рынка? Это больше как относится к... Ну, я вам поясню, мы обращались с запросом... Наше министерство дает компетенцию? Нет? Скажите, кто это? Это бизнес-хозяйственный субъект, это не регулируемый, да, сектор экономики? Гражданско-правовые, да, отношения гражданского кодекса? Ну, торгуйтесь. Нет, проблема такая есть, у нас просто 2561 субъект в стране, и завод отписывается тем, что вы все должны договориться. Но есть такие регионы, как тот же Актюбинск, который получает газ, ну, то есть без ЖД путей, а Павлодар тоже без ЖД путей. И как бы со всеми невозможно договориться. Может быть, под эгидой министерства на площадке Атамикена собрать как раз и бизнес-сообщество? Давайте, да, послушаем. Тем более у нас вот на всех встречах с предпринимателями у нас представители Атамикена постоянно да, здесь присутствуют. Да, там есть соответствующая отраслевая ассоциация. У вас ассоциация есть? Ассоциация есть, да, но на сегодняшний день состоять не тоже уже достаточно накладно в плане денежных средств. Ну, тогда нужно площадку Атамикена использовать. Да, я думаю, под эгидой министерства на площадке Атамикена бизнес встречается, министерство комментирует, какие-то решения можно будет принять. Хорошо.
Спасибо вам. Но в программу визита этот вопрос войдет, безусловно, мы его там это... Я бы хотел передать как бы презентации, чтобы вы более детально ознакомились. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо за ответ. Спасибо вам. Здравствуйте, Алмат Майданович. Хотелось бы поблагодарить вас в первую очередь за ваш приезд, за те средства, которые министерство выделяет на город. Видно, что работы идут. Дай Бог, чтобы город процветал наш. Хотелось бы также поблагодарить Акона Диковича за въездную группу, которая много лет тоже не делалась, приходилось объезжать. Ну, есть такой вопрос, я к вам уже обращался не один раз. У нас 3.14, очень плохая парковка, вся грязь выносится на центральную улицу. Заложено ли в этом году в проект? На 3.14, да? Да. Но мы работу не завершили еще этого года, работы над благоустройством, ремонтом дорог, тротуаров занимаемся сейчас. И вот на август месяц, до 1 сентября, мы планируем одну часть завершить уже. Подрядцы работают. Единственное, у нас был вопрос по поставке асфальта. Мы стоим в очереди, подрядцы проплатили и вот ждем во второй декаде августа. Работы будем продолжать. В планах вы есть, вы обращение не раз делали, мы выезжали, смотрели и в этом году планируем организовать парковку не только там в вашем дворе, Магнитский двор Лопатова. Будем продолжать. Да. Спасибо, будем ожидать. И у меня, как представителя садоводчества Вавилова, есть два вопроса у нас. Есть несколько представителей. У нас садоводчество около 300 участков, наверное, когда вы съехали, видели с одной стороны дачные участки, с другой стороны. Вот на тех дачных участках, которые справа, есть возможность подключить электроэнергии, но у нас, которые слева дача, мы купили уже свой трансформатор, все. Но у нас проблемы некому подключиться, никто не хочет брать нас на баланс, либо как вот это. Хотя мы купили свой трансформатор, мы готовы свои провода протянуть, все. Единственное, нам надо разрешение от какой-то организации, которая нас подключит. Вот это первый вопрос. Ну, второй вот коллега задаст по воде. Ирина, житель города Степногорска. Второй очень важный вопрос – это водоснабжение нашего кооператива. Мы являемся потребителями Горводоканала, и в связи с тем, что износ городской ветки, мы все прекрасно об этом знаем, насколько-то там много процентов, да, и не представляется возможным точно получать эту воду для полива участков, и как нам планировать дальше жить на наших участках, которые есть в собственности, есть собственники участков и арендаторы. Поэтому на этот год сезон очень тяжелый, и показал этот сезон, воду мы недополучаем в плане того, что нет давления и на город, и на городские дачи, и, соответственно, на нас. Нас всего лишь 300 человек, 300 дачников, но при этом мы эти 300 участков не можем ни продать, ни оставить, так как это будет разграблено все, а продать некому, потому что они никому не нужны, по сути. И хотелось бы точно понимать, как нам планировать на следующий год. Садить что-то, не садить, бросать, не бросать. Все-таки это социальный аспект, да, и наши жители, которые выращивают, начиная от пенсионеров и до молодого возраста, они выращивают свое хозяйство, да, грубо там от овощей и до каких-то там мелких животных. Выживают люди. Поэтому хотелось бы точно понять, что нам ждать от ремонта вообще нашей городской ветки. Помимо дачи, конечно, город Степногорск. Спасибо за вопрос. Я по электроэнергии. Вы сказали, что вы готовы приобрести, или вы уже там начали проектирование? Там вы когда-то проект тех условия получали? Нет. Нет, да? Нет, у нас нет кому подключиться. Нет, там вообще линии нету, да? Да. Линии РЭКа, ни подстанции нету, да? Да, по-моему, там нет, да? Дайте локацию. Насколько мы знаем, эти проблемы тоже обращаются с коллегами. Микрофон возьмите, пожалуйста. Просто садоводчество же, там есть частный КТП. Этот частник, он просто, вокруг основы везде есть, и просто если к нему подключаться, он деньги будет брать. Вы хотите подключиться к сети транспортной организации, да?
Просто там нужно КТП, чтобы садовый Ну человек да, поставил, конечно. подключился. Я думаю, тех условия-то дадут. Вопрос просто, чтобы нужно его ставить. Ну, вообще порядок такой у нас в соответствии с законодательством. Вы должны как бы собраться вместе, разработать проект, найти ближайшую точку подключения и получить техническое условие. Если этой точки подключения нет, то в регионе вот, на уровне Акимата области разрабатывается схема централизованного тепло- и электроснабжения. Вот схема электроснабжения подразумевает развитие сетевого хозяйства, строительство ключевых подстанций, в том числе распределительных. Вот там нужно посмотреть, какая ближайшая подстанция, когда запланирована по этой схеме. А так, чтобы вообще там не было схем потребления. У вас же какой-то электроэнергия там же есть какая-то, или у вас там времянка какая-то? Что, как у вас там? Мы будем, если только проектировать, запроектировать, тогда будем. Есть подключение, где точка подключения есть, только если оттуда запроектировать согласно электричества в этом направлении. А вот то, что говорит про водоснабжение, как надо сказать, у нас такое, мы наряду с теплосетями, мы говорим, что не менее важный вопрос – это у нас водообеспечение населения города Степногорск. Аварийность трассы у нас тоже довольно высокая. В этой связи мы понимаем, что мы, может быть, не додаем воду на сегодняшний день, даже жители 4-го микрорайона ощущают нехватку, да, 5-е этажи элементарно ощущают просто нехватку. Мы это все понимаем, и поэтому дачам мы отпускаем, на даче отпускаем в вечернее время, в ночное время мы отпускаем воду, чтобы сбалансировать питьевую воду и для населения. Хочу сказать, что запроектировали мы трассу, проектная документация у нас имеется, 18 километров 500 диаметр, 2 ветки 36 километров, 9,2 миллиарда. Вот мы в этом году завершили проектную документацию, мы это подаем. Ждать будем, конечно, я не скажу, что там в 1 год это все пройдет, 2-3 года, на 3 года рассчитано финансирование. В этой связи что мы делаем силами Горводоканала? Сейчас проводим ремонт, замену 1 километра сети, наиболее изношенная очень наша сеть. Где-то мы в течение месяца мы эти работы завершим. И дополнительно в районе школы нашего Олимпийского резерва мы там устанавливаем насосную станцию для перекачивания. То есть мы вот в основную ветку мы хотим нашу разгрузить. Давление сейчас там от 11 атмосфер составляет. Мы хотим делать 6-7, что во избежание вот этих порывов, которые мы сейчас имеем, да? Вы все видите, мы и не просто так и ЧС ситуацию объявили, техногенного характера, местного масштаба объявили, не просто так. А вот именно будем устанавливать насосную. До скольки очей мы скинем, Алексей Сергеевич? До скольки директор водоканала? До 6 где-то. До 6-7 мы где-то скинем, чтобы разгрузить наше давление. До 7, да. А да. город поднимем до 7 килограмм, как А город поднимем, чтобы обеспечить давление. То есть вот эту сеть мы свою расслабим, немножко трубу расслабим, а здесь уже под городом будем подхватывать и уже доводить до высот. У нас есть и 12-этажные дома, и 9-этажные дома, поэтому в этом направлении. То есть в плане есть, да, на какой, когда запланировано? В течение 2 месяцев планируем установить насосную, в течение 1 месяца. Да, установка насосной в течение 2-3 месяцев. А по водоводам, уже говорили, по финансированию, с следующего года, надеемся, начнется финансирование. Оно как бы полная замена, она решит все вопросы, и дачные вопросы, и вопросы города. Сейчас нет возможности такой, чтобы постоянно подавать на дачу воду. У нас просто единственный город, в котором дачная вода подается именно в хозпитевая. Да. Ну, нам, к сожалению, И это все для полива, да, используется, да? используется, да. Питьевая вода какая? Ну, понятно, модернизация нужна. Все, что если от нас касается, мы готовы поддержать. Спасибо. Вопросы еще есть? В принципе, такая плодотворная встреча. Я житель города, 35 лет проживаю в этом городе. Я вот вижу в последнее время, вот трансформаторные подстанции, да, как я знаю, вот в Советском Союзе, значит, доступа никаких не было. Сейчас устанавливаются металлические трансформаторные, значит, подстанции, но не защищен от людей, значит, установленные, кабели, значит, идет рядом, и без ограждения, без табличек, без ничего. Висят китайские замки. Но как это понять? Можете объяснить? Там, где есть это нарушение, вот здесь руководитель Госэнергонадзора, отправьте комиссию, посмотрите, например, мы отреагируем. Второе, конечно, может быть, вопросы закончились. Я вот за 35 лет, да,
не видела ни разу, что такие ремонты. Вот, хочется как бы поблагодарить вас за такую работу. Я имею в виду по замене отопительных труб, вот поселок, ну, значит, город, ну, я сама работаю в сфере ЖКХ уже 30 лет. И хочется поблагодарить вас всех как бы, за красивые наши дворы, вот, за эти работы, которые проводятся. Всем спасибо большое, огромное. Большое спасибо вам за активизм, за поддержку. Коллеги. Если вопросов нету, Алмасхан Сергей Рахмет, правительство, во-первых, в этом году действительно выделена сумма уникальная 4,6. 2 на Степногорск, 2 на Кокшетау, на РК, 600 на сети. В принципе, по графику идем мы активно, вы сегодня посмотрели, комиссия тоже приезжала. Поэтому хотим сказать, поблагодарить вас за приезд. В принципе, основные вопросы все решаются в рабочем порядке. Аким сам встречается, мы часто приезжаем. Здесь у нас есть не только по Степногорску вопросы, у нас еще и поселки, в Бестубе мы часто выезжаем. Поэтому Рахмет большое. Да, большое спасибо вам, да. Спасибо. Коллеги, ну, на все ваши поставленные вопросы мы ответы подготовим, примем соответствующие меры. Спасибо. Следующий приезд когда будет?